Здравствуйте! Вы смотрите программу «Актуальное интервью». Дистанционные мошенники обманули пожилую жительницу города Алдан, вынудив ее перевести им 240 тысяч рублей. Потерпевшей якобы позвонила внучка, которая попала в аварию и находится в полиции. После короткого разговора с внучкой телефон взяла якобы некая сотрудница и убедила доверчивую гражданку перечислить 240 тысяч рублей. Какие еще уловки придумывают мошенники, чтобы заставить жертву поверить им и перевести денежные средства, расскажет наш сегодняшний гость Егор Чемизов. Егор Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, какие существуют сейчас виды, схемы мошенничества, и расскажите о наиболее часто встречающихся. В настоящее время существует у нас два вида мошенничества. Это у нас телефонное мошенничество и распространенное, конечно, у нас интернет-мошенничество. Самое актуальное такое в настоящее время, сколько бы мы профилактики не проводили, сколько бы предостерегающих профилактических и буклетов не выпускали, предостережений, люди у нас попадаются в основном на телефонное мошенничество. В связи с тем, что они предоставляют сведения злоумышленникам, которые представляются им сотрудниками банков. Под всякими предлогами они у них выманивают реквизиты банковских карт, и после чего сами же потерпевшие называют им, войдя в заблуждение, сами же им предоставляют им СМС-коды, пароли, подтверждения. После чего злоумышленники у нас, получается, входят в личный кабинет и похищают денежные средства. Скажите, а вот вы еще упомянули интернет-мошенничество. Каким образом оно выглядит? У нас интернет-мошенничество, у нас в большинстве случаев это у нас люди больше хотят заработать на инвестициях, получать пассивный заработок. При этом они никогда не проверяют данные интернет-площадки и больше верят рекламе. После чего вкладывают очень большие, крупные суммы денег, после чего их просто Соответственно, кидают. На таких незащищенных сайтах еще указывают свои банковские данные. В большинстве случаев злоумышленники используют, конечно, более такие известные наименования банков, там, Тинькофф, инвестиции, что-нибудь такое, под которые люди попадают. Тогда давайте зайдем с другой стороны. Вот потерпевшей жительнице Алдана поступил звонок на телефон, после чего произошла вся эта нехорошая история. А каким образом злоумышленники узнают номера потерпевших и, более того, откуда им известно о тех банках, в которых они обслуживаются? При телефонном мошенничестве в большинстве случаев злоумышленники узнают это все через сами же развернутые сервисы банков, то есть это онлайн-банки, где просто путем ввода абонентского номера высвечивается как раз имя, отчество, фамилия, первая буква фамилии клиента банка. Соответственно, не обращаются к потерпевшему уже согласно по имени, отчеству. И после чего как раз люди верят, что им как раз и позвонили. И они верят в большинстве случаев, что на людей, предлоги бывают разные у них, начиная от агрессивного, то, что на вас оформили кредит, и, соответственно, возвратом каких-то кэшбэков, чего-либо еще. Егор Васильевич, а как можно понять, что со мной по телефону разговаривает мошенник, а не сотрудник банка или какое-то другое официальное лицо? В большинстве случаев я могу сказать, что банки сами редко обзванивают клиентов. В большинстве случаев, если они обзванивают, то предлагают какой-то продукт. Если у них происходят если они видят, что происходят какие-то мошеннические действия по карте клиента, сотрудники банка, если их звонят, то только приглашают их подойти, конечно, в офис банка. Скажите, какие профилактические меры по недопущению такого рода преступления сейчас принимает полиция? Профилактику у нас очень большой спектр и большой объем мы стараемся занять. То есть это у нас и как раз и видеорепортажи, видеоролики. Мы проводим также и социальные эксперименты, также акции проводим. Также у нас уже с 2018 года мы проводим профилактическую операцию «Мошенник», в ходе которой мы раздаем буклеты, брошюры профилактического характера. Также проводим
разговоры, вообще ходим по квартирам и с гражданами. И в недавнем времени мы стали проводить уже именно беседы с коллективами. А много ли после таких бесед действительно становятся образованных граждан, или они все еще могут попасться на такую Ну, я уловку? вам могу сказать, да, то, что за 9 месяцев, например, у нас зарегистрировано 1260 уже преступлений, хотя за данный период прошлого года было зарегистрировано 994 преступления. Это у нас рост составляет 26,8% преступлений. Ну, хотя, возможно, это и играет большую роль профилактика. А если говорить вот о статистике, ну, скажем, за последние 5 лет, можно ли говорить, что в некотором роде мошенники начинают эволюционировать и придумывают новые уловки для того, чтобы обмануть граждан? Можно сказать, то, что мошенники сами не стоят на месте, они постоянно эволюционируются, они придумывают себе новые и новые схемы мошенничества. У нас появился не так давно новый вид мошенничества – покупка, продажа на интернет-площадках Авито, Юла, ЕКТ.ру, где потерпевшему предлагается, либо он продает какой-то товар, где под разными предлогами, например, доставки, либо проведения безопасной сделки, ему предлагается ввести в направленные интернет-ссылки реквизиты банковской карты для оплаты, либо чего-то еще. И что после происходит чего потерпевший вводит в данные интернет-ссылки банковскую карту, просто предоставляет, получается, опять же, вход в личный кабинет злоумышленнику. Но это все основано на социальной инженерии, из-за этого, я говорю, это более новый вид мошенничества, соответственно, у нас только начинает распространение. А вообще, если говорить о справедливости закона, такие дела по горячим следам расследуются? Ну, сложность данного вида преступлений в том, что это имеет региональный характер. То есть это в большинстве случаев злоумышленники находятся за пределами республики. И видите, это то есть по горячим следам это в большинстве случаев невозможно раскрыть. То есть, допустим, есть такой гражданин Иван Иванович, который обратился в отделение полиции со словами «меня обманули на такую-то сумму, звонили с такого-то номера». Какие меры предпринимают сотрудники правоохранительных органов в данной ситуации? Ну, в данном случае, конечно, мы полностью при обращении гражданина мы собираем полную информацию, где, когда, на каком интернет-сайте, либо какой номер ему осуществил звонок, куда были переведены денежные средства. То есть мы это все готовим, судебные санкции, то есть для получения доступа к его к банковским картам, счетам, то есть для получения даже того же выписки по денежным средствам по банковской карте нам необходимо судебное разрешение согласно законодательству. И после чего только мы направляем запросы сотовым операторам. То есть это все время, после чего у нас готовится командировка, мы выезжаем в командировки служебные. А мы можем с вами обрисовать такой средний портрет жертвы мошенников? Кто чаще всего попадается на такие уловки? За последнее время, чтобы мы не говорили, думали, что это все-таки люди пожилого возраста, но оказалось, что нет. В большинстве случаев это у нас попадаются женщины на это. И возраст их от 20 до 55 лет. В большинстве случаев это работающие граждане. Какие уловки применяют мошенники, когда звонят женщинам от 20 Ну, знаете, уловок очень много, говорю, в большинстве случаев это все мошенники используют внезапность, вследствие чего человек теряется и допускает ошибки в результате, В большинстве случаев так уловок очень много, женщины, они более уязвимы в том, что более доверчивы. Скажите, а произошла такая ситуация, правоохранительные органы тоже внесли свой вклад в расследование такого дела. А если мы говорим о банках, банк в таком случае возвращает похищенные деньги? Возвращает согласно федерального закона, то есть и правилам оказания услуг. То есть если потерпевший предоставил сам пароли, коды доступа к своему личному кабинету, соответственно, банк не будет ничего возвращать. Но если денежные средства списаны были без участия клиента, третьими лицами, не санкционированы, то, соответственно, конечно, они возвращают эти денежные средства.
Егор Васильевич, мы сегодня с вами говорим о видах мошенничества, о том, как обманывают простых честных граждан. Какие вы можете дать рекомендации, чтобы не попадаться на уловки подобных аферистов? Ну, хотелось бы предостеречь наших граждан, сказать, чтобы они не предоставляли никому ни свои реквизиты банковских карт, ни свои персональные данные, тем более старались как-то избегать звонки от номеров с номерами, которые 8 800 7 495 499, которые относятся к другим регионам. Ну и в большинстве случаев, если к ним поступили такие звонки, то лучше бы прекращали разговор и обращались бы именно сами в банк. Несколько минут назад мы с вами говорили о том, что преступники, они находятся за пределами нашего региона. Из каких субъектов Российской Федерации чаще всего поступают такие сигналы? В большинстве случаев это крупные города, такие как город Москва, город Новосибирск, то есть большие города, Санкт-Петербург, города-миллионники. Благодарю вас, Егор Васильевич, за актуальную и содержательную беседу. Надеюсь, что после просмотра этого интервью многие сделают для себя необходимые выводы. Пожалуйста. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. Не становитесь жертвами обмана. До встречи.